А кто нас выслал из Крыма, чтоб ослепли его глаза? А кто нас выслал из Крыма, будь проклят он навсегда. Это при Сталине я писал. Жизнь на чужбине в нечеловеческих условиях, полная бед и горя, тяжкий труд, безысходность и оторванность от родного края. Протест против насилия и несправедливости. Все эти мотивы нашли свое отражение в песне «Уральские горы», которую сразу после депортации написал крымский татарин Али Алиев. За эти стихи потом он еще несколько лет проведет в ссылке в одном из отдаленных поселков Сибири. В 1944-м ему было 14 лет. Вместе с семьей, а это мама и сестра, он жил в селе под Судаком. Отец воевал на фронте, мужчин в селении почти не осталось, вспоминает Алибей. Все были на войне. То раннее утро 18 мая он помнит до сих пор. Было немножко фасоли, немножко муки, хватаем сразу, ее мать хватает свой Коран, заворачивает полотенце. Солдат говорит: жалко, говорит, отец в армии вас высылает. Сидим час, два, три, сестренка заболела, температура горит. Это тот солдат, когда подошел, а что с ней, говорит? Да что-то, говорит, температура высокая. Пошел таблетки принести, подходит какой-то, майор или, в общем, чин какой-то. Бахс по руке его. Что ж ты тут делаешь? Он по названию его, у их же отец в армии, говорит, а она заболела. Какая разница, говорит, сейчас подохнет или через час. Дорога на чужбину была долгой и невыносимой, рассказывает Али Алиев. Вагоны, в которых раньше перевозили скот, стали домом для десятков тысяч крымских татар на несколько месяцев, пока они были в пути. Наш вагон, женщину посадили, затолкали тоже. Она беременная, дочка 6-7 лет, в вагоне стала рожать. И смотрю, 3 солдата пришли, обыкновенные солдаты. Уже она родила, тут же наши люди роды приняли. Как там, вот человек приняли роды. А потом какой-то, как деревня вроде бы, остановился, поезд останавливался там, где иногда в поляне, иногда. И ее вытаскивает. Еще мокрые вот эти тряпки, ребенок. И я куда ее, говорю? Это уже зачем вам, говорит? За ней приедут. До сих пор я не знаю. Видно, вытащили, выбросили. Такое страшное, такое оскорбление, такое унижение. Разве можно человеку что делает? Депортация крымских татар – это преступление сталинского режима против человечества, уверен Али Алиев. У нас в деревне 300 семей жили. Если что-то в деревне мизерное, что-то было, сотрудничали с немцами. Там немцев-то не было. Плюйте мне весь мир в глаза. 100% ложь, не 99, 100% ложь. Не сотрудничал наш народ с немцами, ни предателем никто не был. Такое огульное обвинение. Сегодня ему 84. 20 лет назад он вернулся на родину, пережив до этого испытания послевоенным голодом и национальным движением за возвращение на полуостров. Позже – обустройством на родной земле, которое также было нелегким. Однако мужчина до сих пор не может забыть слез своей матери, которая плакала, увидев пакет с горстью крымской земли. Женщине так и не суждено было вернуться на полуостров. Она умерла на чужбине, вдали от дома. Когда привез я ей, она взяла ее на руки, начинает молиться, слезы. Я посмотрел на это, что это такое, думаю, вот эти слезы, как эта страна держится, молится, на эту землю смотрит, на Крым смотрит. Что же они сделали? Отец воевал, она его ждала. И вот такое нанесение никогда я простить не смогу. Ни России, ни Советскому Союзу. Не смогу. Это видеть надо. То, что сегодня происходит в Крыму, на родной земле, Алибей называет не иначе, как оккупацией, и добавляет, нынешнее положение крымско-татарского народа ничуть не лучше, чем это было в годы немецкой оккупации полуострова. Сегодня мы уже в России.
плохо, хорошо уже не А радоваться-то чему? Это снова оккупация, это не мир. Говорят, Путин сделал реабилитацию. Я должен его видеть. А где оно? Где? Накажи того, кто унижает. Я же не унижаю тебя. У нас народ намного культурнее все ж таки. Терпеть. Ну сколько плевать в глаза, в лицо. Сколько?